Вот, как, будучи интровертом, работать в режиссуре, которая предполагает абсолютную экстравертность? На сопротивлении. Ну, это у меня такая история есть любимая. Вот один есть спектакль, который мы сделали с друзьями, и так у нас все здорово получилось, что нас даже на фестиваль позвали в Берлин. И вот мы первый раз все в Берлине, ночь, горят огни, и мы выходим после спектакля и говорим: ну что, по комнаткам? То есть вместо того, чтобы... То есть, грубо говоря, речь моя о том, что собрать таких же, как ты. То есть, да, вот. То есть Берлина ночного мы так и не увидели. Мы пошли по комнаткам. Вот. Но это в идеальном случае, а не всегда, к сожалению, бывает идеальный случай. Конечно. Приходится работать в обычном театре, и как с этим справляетесь? Ну, нелегко. Вообще работать, ну, театральная работа и работа в театре, она сложная, она связана с кучей сложностей, и если только вот получается извлечь радость, то здорово, тогда есть какой-то смысл, эта сложность окупается. А вот часто бывает ведь, что и радости не выходит, и тогда совсем грустно. То есть я не встречала людей, которым было бы легко заниматься театром, но вот имеет смысл только если возникает радость. Вот. Вы часто говорите, что вы беретесь поставить спектакль, если вас что-то трогает. Вот в данном случае в проекте «Команд Базар» что вас тронуло? Поскольку я не знала, для меня это вообще это удивительно, для меня и культура татарская, и вот, можно так сказать, и Татарстан в целом, Казань, это для меня совершенное открытие. То есть да, кстати, у меня татарские корни, то есть я всегда это знала, но я никогда не придавала этому значения. То есть там в детстве меня, например, называли «у-татарвенок», вот так вот мне говорили, и потому что у меня скулы широкие, и у меня фамилия девичья Назарова, у меня у отца татарские корни, ну, как он говорит, монголо-татарские. Ну, в общем, короче говоря, вот это вот, и вдруг я почувствовала, что ну, какую-то поддержку корневую. А что касается самой сказки, то меня очень задела тема вот как бы инаковости человека, что человек не такой, как все, и поэтому он, ну, как бы тема белых ворон. То есть, когда белые вороны, и вдруг их оказалось много, обычно белая ворона одна, а здесь как бы команда белых ворон. Вот. И мне это показалось каким-то классным, то есть таким неожиданным образом, потому что для меня же это не было сказкой такой известной, да? Я ее читала как просто сказку, не как там штамп какой-то, да? И вот... Ну, там еще Турай Батыр мне еще очень понравилось, потому что схожая тема вот этого вот, ну, как бы преодоления и использования своей особенности в какую-то пользу. Вот. Но я думаю, что я ничего нового не говорю про эту сказку. Это разбор такой классический, я думаю. Попробовал, да? А? Попробовал. Да, наверное. Да, наверное. Опять-таки из интернета. Какое-то интернет-зло такое. Но зато замечательно проводить ресерчи. Ресерчи зато сейчас. Да. Проводить легко. Для вас, на самом деле, как я понял, тоже большой стресс делать все в очень короткие сжатые сроки. Особенно учитывая, что материал мало знакомый. Вот. Как я понял, недавно такой же был опыт в Балаково, где в очень коротких промежутках. Ничего себе, недавно. Это 9 лет назад было. Да. Да. Кстати, они всегда гордились и говорили, что ты знаешь, что мы в поисковике первые, когда тебя вводят. Так что, да, там была лаборатория. Да, короткие сроки. Короткие сроки, они часто очень обманчивые, потому что можно, ну, как бы на энергии, на таком топливе быстро, как, знаете, как горячо будет, за вкус не ручаюсь.
Вот. И есть в этом небольшая обманка. То есть как бы мы, конечно, тоже будем сегодня обманывать. Я не знаю, удастся ли обмануть, но посмотрим, интересно. А потом есть опасность, как бы вот очень, ну об этом чего я, об этом Лаевский много рассказывает, да, что есть опасность вот этих работ, которые после лабораторий, как бы там часто бывает сложность их доводить до, так сказать, потому что это либо надо начинать все сначала, абсолютно, потому что пространственное решение, работа с художником, это все другое, да, то есть это же такое сейчас, в принципе, вот сейчас мы в режиме упражнения находимся, это в режиме этюдного такого поиска, то есть это не то чтобы, хотя все равно показ требует каких-то постановочных вещей, то есть это какая-то смешанная такая история. И есть, конечно, драйв, и есть вот, ну, вот, энергия ребят, и их вот желание, это так здорово. И вот на этом топливе мы сейчас едем. Вот. И, как сказать, когда ставишь спектакль, надо ехать на каком-то другом топливе. Есть опасность как бы подсесть на это топливо, как на такой наркотик, типа эгегей, сейчас мы все собрались и сделали. Вот. Я не знаю, я ответила? Ну да. Взгляд со стороны. Вам приходилось работать во многих театрах, со многими культурными средами сталкиваться. Что вы можете сказать о работе в Татарском театре? Какие плюсы, какие минусы? Нет, никаких минусов я не увидела. Я абсолютно потрясена чувством плеча. То есть как бы, что вот ты чувствуешь, что ты не одинок, это настоящая такая глубинная поддержка человеческая вообще в целом в театре, то есть не только от артистов, но от невероятнейший совершенно завпост, все службы, то есть люди, которые не просто выполняют работу, а которые сердцем работают. Я такого, честно говоря, не встречала, потому что сейчас больше тенденция как бы превращать театр в рабочее место, то есть просто работа. А чтобы люди вот так вот искренне подключались, это очень трогает. То есть на всех уровнях, конечно же, начиная с артистов. То есть как бы мы все чувствуем, что мы в одной лодке, и никто с этой лодки, даже если она тонет, не собирается соскакивать. И это как бы вот такое, это дорогого стоит. В силу определенных обстоятельств национальные театры оказываются на обочине какого-то большого мейнстримного культурного течения. Вот, с вашей точки зрения, что нужно делать? Я сейчас говорю не только о татарском, а в принципе в национальных театрах. Что нужно сделать для того, чтобы стать актуальным не только в России, а во всем мире? Мне трудно, не знаю, мне трудно на эту тему размышлять, потому что для меня вот какой-то национальный колорит, он скорее вызывает интерес, то есть как бы это как немножечко как аттракцион, что ли, то есть есть какие-то вещи общие человеческие, а есть какие-то, то есть мне трудно, вот понимаете, вот я как пытаюсь сопоставить, да, там татарский народный театр, русский народный театр. У нас там, ну, грубо говоря, в России нет русского народного театра, то есть у нас нет такого, что, наверное, это особенность малых народов, да, что вот, ну, как бы какую-то отставить свою, ну, как это называется, да, идентичность, да, то есть какой-то, как сказать, потребность утверждения, уверенности в том, что мы есть, вот, да, вот какой-то такой момент. Есть какие-то вещи невероятно трогательные, там, например, как ребята в чате переписываются на татарском, и это какой-то, как они на репетиции всегда между собой что-то, мне это дико нравится, потому что это такой, как сказать, это мир, это видно, что это такая как большая семья, и что ко мне относятся очень уважительно и с большим, как бы, так сказать, вниманием, но при этом есть как бы вот этот мир, и этот мир вызывает огромного, ну, уважения. Я, наверное, не отвечаю на ваш вопрос, потому что я не знаю ответа, потому что я не вижу проблемы. Я не вижу проблемы. То есть мне кажется, что, как сказать,
Вот, например, там есть люди верующие, есть нет. Вот, например, я, наверное, человек такой, я эти вещи тоже связываю, да. Я далекий как бы от церкви, как от религиозного института, но мне, когда мы куда-то едем, мне безумно нравится там церкви как архитектура, к примеру, да. То есть заход с другой стороны. И точно так же мне безумно нравится, там, я не знаю, еврейская национальная кухня или украинская кухня, именно потому что есть вот этот момент, ну, как бы отдельного народа, да, музыка, я совершенно тащусь, не знаю, от грузинской музыки, да, то есть вот этот вот момент национальный, который в культуре прорастает, и он становится, ну, для меня, как человека со стороны, это, ну, такое обаяние, то есть как будто бы обаяние, вот что, значит, если это противопоставить в целом большой глобализации, да, то есть как бы вот это вот, а против этого мы ставим ТЦ, да, то есть как бы вот просто ТЦ, которые там везде, во всех городах уже, да, и вот здорово, наверное, если бы был какая-то золотая середина в диалоге каком-то, что нельзя вот, ну, как бы консервировать там, да, вот это все, и в то же время не хочется ТЦ. Вот, поэтому, наверное, нужен, как в любом нормальном блюде, пропорция ингредиентов. И получается теперь, что вы, ну, буквально коснулись татарской литературы, татарской культуры. Вас это заинтересовало, и, возможно, в каких-то будущих своих проектах имеете ли вы, ну, такую отдельную графу о том, что, возможно, когда-нибудь, если что-то случится, поставить что-то, основанное на татарской какой-то либо другой этнической проекте? Ну, вот этническая вся штука, она, в принципе, меня интересует. Опять же, да, ну, как я уже говорила, в хорошем смысле, как аттракцион, да, то есть это как некая вещь, потому что есть вещи, ну, какие-то более, как сказать, ну вот я ужасно извиняюсь, но вот это классно вот туда сходить напротив, ну, на выходных, ну, вот понимаете, да, то есть как бы это и есть аттракцион в хорошем смысле, классная такая там баня, я вот зашла, здорово было бы туда попасть, но какие-то, вот как, не знаю, как это объяснить, что есть вещи как-то вот здорово, когда через какую-то, мне не хочется какую-то подчеркивать там национальную, да, национальный аспект. А здорово, когда можно общечеловеческое что-то достать, что было бы, ну, как бы понятно на всех языках. Там. Вот мне кажется, такое это театр, вот что театр — это межнациональный язык. Театр разговаривает и объединяет. Вопрос. В будущем заинтересовала ли вас наша культура? И если появится такая возможность, будете ли вы, используя татарскую литературу, легенды, ну, не важно, что-то поставить? Меня заинтересовала татарская культура, как есть особенность. Я даже через какое-то время, там, на второй или на третий день репетиций, я поймалась на том, что разговариваю немножко хорошо, да, то есть как бы поднимаю, да, завтра вас только-то встречаю, то есть как бы это от того, что ты погружаешься в среду, вот как бы это есть, и это здорово. А вот ничего такого специального, я не могу на этот вопрос отвечать, потому что я не делю культуры на, так сказать, да, то есть вот на какие-то секторы отдельно, да, меня в целом, как бы, если что-то человечески заинтересует в каком-то материале, мне пофиг, это татарский эпос или норвежский, вот так, наверное.